Василисе Васильевне Ким скучать некогда, дел громадье. Нужно подготовить инвентарь для скандинавской ходьбы, обсудить с подругой планы на вечер выпускников, подогреть блины для гостей, которые пришли узнать о том, как ее семья попала в Казахстан. Первым делом угощение, по хорошей казахской традиции гостеприимства. Теперь и к истории можно обратиться, ведь рассказать дочери спецпереселенцев действительно есть что. Дальневосточные корейцы были первыми из народов СССР, испытавшими на себе всю жестокость сталинских репрессий. В 1937 году более 170 тысяч корейцев были высланы в Казахстан и Узбекистан в целях пресечения японского шпионажа. В 1937 году в августе месяце приходит извещение, значит, всем оповещали, что готовьтесь к отъезду. Люди опешились, думают, на каком основании. И стали в каждый дом приходить тройка. Это милиция, НКВД и срайкома. Вот. Тройка вот это ходила. По домам приходит и предупреждает в течение 2 дней, чтобы были готовы к отъезду. Ну и люди спрашивают, на каком основании, почему такая спешка? Ну тогда же была немножко война с Японией. И тут с Германии начинается, а там еще Дальний Восток, японцы начали. И вот они под предлогом, мол, вы похожи на японцев, чтобы не было вот шпионажа или прочего, поэтому, мол, вас забирают, срочно убирают. И вот в течение 2 дней, что самое необходимое, ну, вещи и вот это, продукты на дорогу немножко, и все. Дома, хозяйство, все оставляли. Но они сказали, как приедете по месту, значит, прибытия, вам дадут деньги. Насчет дома, насчет этого. Ну, кто там, кому даст. И вот нас погружали товарные вагоны, в которых скот возят. Там ни стеллажей, ничего. Вот на полу вагон, с этой стороны 10 семьи, с этой стороны 10 семьи. Вот так расположили их. Там и пожилые старики, и дети новорожденные, всякие же были. И вот ехали, сказали, по дороге будет нас обслуживать медицина, но никакого обслуживания не было. Дорога длинная, это же товарняка медленно ездит. И вот по пути от голода, и от холода, и от болезни пожилые умирали, дети малые умирали, кормить нечем было. И что делали? Вот с собой что-то было, там кусочек хлеба, тряпочку заворачивали, вот мать нажует своими слюнями, получается, и ребенку вот тряпочку завернет, как соску, и давала. Вот так ехали. А потом, значит, у кого слабый организм, дети умирали, и пожилые также умирали. Пожилых тут же, если какое-то время определенное, останавливались на несколько минут, в это время они циновку заворачивали, ребенка тряпочку, и тут же, выходя с вагона, хоронили и дальше ехали. И вот так мы попали в Казахстан. Приехавших корейцев встретила степь и холодная осень. Людей в Кустанайском крае, куда привезли семью Ким с 3 детьми, было мало, так же, как и жилья. Размещали прибывших в клубах и на скотных дворах. Иным и этого не доставалось. Так, значит, хозяин умудрялся, вот бывший муж, сват покойный, он что сделал? Выкопал землю глубиной 1 метр и больше. Потом туда глиняный этот кирпичик форму отливал, а потом перекаливал вот это, и она как красный кирпич получился, желтой глиной. И вот он лежанку выложит, лежанка, а лежанки там так же, как вот печка, колодцы имеет. На этой лежанке тоже вот так развилка, колодец идет. И вот на этой лежанке все спали штабелями. Мебели не было.
И вот, а потом он вот так крышу сделал, накинул кое-что. И то камыши там вот росли, камыши нарубят, и вот крышу пока там сделал, и получилась маленькая землянка. Вот так и жили. Отец Василисы Васильевны в свои 32 года на Дальнем Востоке уже был председателем колхоза. Поэтому прибывшему в Казахстан грамотному специалисту сразу же нашли работу. Но вскоре отца посадили на 10 лет, как растратчика. Его сослали в Караганду, где он и умер. Сразу после суда над отцом 7-летняя Василиса заболела тифом. Спастись помогла только казахская земля. Когда старшая дочка, пока живая была, ей было тогда 12 лет, брату 9, мне 7, а младшему год. Вот без отца мы остались. И вот старшая ходила, то травы, вот свежие, весна настанет, все травы это собирала, салат делали, суп варили, потом полынь, есть разновидность полыни, тут много разновидностей полыни, а вот один вид, она интересная, сверху зеленая, а тыльная сторона сизая, каким-то налетом вот такой. Вот этот родители знали, вот поэтому вот эту траву собирали, полынь. Соберем с отрубями, перемешаем, и зеленые лепешки пекли. Вот так ели. Ну и получилось, что мы все эти травы собирали, они все лечебные. Благодаря, видимо, этим травам мы выжили. Жизнь без отца была сложной. Мама без выходных трудилась на полях. Старшего, а потом и младшего братьев забрали в армию. А Василису, которая на тот момент уже отучилась на агронома, отправили по распределению в другой совхоз. Там пришлось работать чисто в казахской компании. Дружба началась сразу же. Вместе работали, вместе отдыхали, даже учили ездить на лошади. Так Василиса Васильевна проработала 2 года и вернулась в Кустанай. Одинокой маме нужна была помощь. Здесь и прошла ее трудовая жизнь. Здесь она вышла замуж и родила сына. Сегодня Василиса Васильевна много времени отдает Совету ветеранов, помогает многим корейцам в вопросах реабилитации их родственников, активно сотрудничает с корейской общиной. Община появилась, благодаря Назарбаеву вот эти общины были созданы, вот все дружба народов. И тут, смотрю, уже действительно каждая национальность заинтересовалась и стала свою культуру восстанавливать. И это более интересно стало. Начали привлекать людей, привлечь на всякие мероприятия. И действительно, и людям было приятно, и свое национальное восстанавливали, и старались участвовать. Василиса Васильевна считает, что такая свободная жизнь стала возможна благодаря казахам, которые в непростое время политических репрессий, несмотря на собственные лишения и трудности, помогли высланным народам обрести новую родину на своей земле. Конечно, мы приехали сюда, говорю, благодарны казахскому народу, Республике Казахстан, потому что они гостеприимно нас приняли, и мы не чувствовали себя одинокими. Мы раскрепощены были, и если сравнить с другой национальностью, которые приезжали после нас, их заставляли регистрироваться каждый день, ходили на регистрацию, на проверку, а мы нет. Вот. То, что нам дали добро организовать колхозы, в колхозе работали, дисциплина была очень строгая, каждый рабочий, работоспособный должен был работать, не пропускать, как сейчас делают прогулы, этого не было в то время. И вот эта хорошая дисциплина, приучение к труду, люди были очень добросовестны и работали. И даже во время войны, когда была война, вот это все, то, что продукцию выращивали, отправляли на фронт. Не только овощную продукцию, и мясо, молоко, яйца, все это надо было сдавать
и все отправляли на фронт. На фронт в то время где-то 80 вагонов было отправлено с Кустаная, вот, продукция. И вот это все для солдат, воевавших. И это варежки шили, телогрейки, носки, вот это. Все отправляли на фронт. И несмотря на то, что было тут разные национальности, но мы жили дружно. У нас свободно, не как современные, ни изгороди, ни замков не было. Да и действительно брать было нечего, нищета. Вот, но все равно народ был намного дружнее. И вот жили. И благодарны, конечно, Казахстану за то, что нас так приняли. И мы без различия национальностей в дружбе и согласии жили все эти годы. Поэтому для нас является Казахстан второй родиной.